Развитие конного спорта в маленьком селе. Для братьев Трошкиных из Ширинского района лошади – главное дело всей жизни. Они потомственные коневоды, а в последнее время занялись обучением детей. Мы отправились в Малый Кобежиков и узнали, что дает такое увлечение и какие у него перспективы. Лошадь дает 4 предупреждения всегда в табуне и человеку также. 4 предупреждения – это взгляд напряженный, уши приложит. Затем она либо попытается укусить, либо махнет ногой в сторону человека. Если человек не понимает эти 4 предупреждения, 4-е будет уже либо удар, либо уже конкретный хороший такой укус. Петр Трошкин увлекся лошадьми в раннем детстве. Сегодня работает по зарубежной системе воспитания жеребцов без наказаний. Несмотря на то, что семейной фермой, делом отца руководит старший брат, в разведении животных конюх принимает самое непосредственное участие. Это КФХ из села Малый Кобежиков известно по всей республике. Редкий случай, когда в табуне чистокровные скакуны со спортивными данными. Это полукровная кобыла Бекки, птичка, 5 лет. Она участвует в гладких скачках здесь, по району. Но пока ее еще никто не победил. Заниматься коневодством не только для прибыли, но и для собственного удовольствия. Сегодня братья Трошкины устраивают межрайонные скачки. Небольшой импровизированный ипподром с беговой дорожкой обустроили сами, буквально по соседству с загонами. Кружочек 2 проехал уже, дышать вроде ровнее стал. И мысли вроде бы как уже в другую сторону повернулись. А мыслей, как и проблем, в сельском хозяйстве хватает. Острее всего вопрос стоит с кормами. Насколько хватает технического оснащения, сено заготавливают сами. Зерновые приходится покупать. Причем везти товар за сотни километров выгоднее, чем купить у соседей. Овес, в частности, мы покупаем. Ездим, у нас тоже хорошие знакомые фермера, которые идут навстречу в Красноярском крае. Вот туда мы ездим, оттуда привозим овес, покупаем. Здесь, потому что даже основная еще проблема вот в ценовой политике такой. Почему-то у нас здесь он есть, но цена дороже. Семья Трошкиных получает республиканскую субсидию от Минсельхоза за маточное поголовье. Суммы признают небольшие, однако и эта помощь. Надеются на новые льготы. А пока самостоятельно тянут доставшуюся наследство спортивную школу. Она пострадала при пожарах в 2015 году. Сгорели конюшни и часть лошадей. Теперь дети из района занимаются верховой ездой здесь. Абсолютно бесплатно. Единственное условие – любовь к животным и уход за ними. Остаются самые выносливые. У нас вот тут парнишка, ходил мы его долго, он вроде бы как такое поведение у него было такое, думали, будет, не будет. Вот он упорно ходил, отбивал станки, вывозил, все выгребал, помогал, с кормом помогал. И вот все, ему вот стали ему молодец, на тебе лошадку. Вот после работы они вот катаются. Сейчас фермеры готовятся к очередным соревнованиям. Заезды пройдут 6 июня. Среди приглашенных нет профессиональных наездников, только любители. Хороших результатов от своих подопечных ждут и братья Трошкины. В любом случае, для всех участников, независимо от итогов скачек, это шанс оценить свои силы и внести в повседневные будни спортивный азарт, при котором преданная верховая становится больше, чем просто напарник. Лошади такое создание, это не кошка, не собака. Они врать не умеют. Кошка может притвориться, собака тоже, а лошадь не умеет притворяться. Она врать вообще не умеет. Если ей что-то не нравится, она тебе сразу покажет. Красивое, сильное животное. Многому научить может. Ольга Стельмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия.